Хочу задать вам прямой вопрос. Кто такой Александр Матвеев? Ну, вот это очень часто сейчас муссируется в прессе. Вот. Мы, фан-клуб нефтехимика в Москве. Вот. Саша Матвеев является нашим также участником фан-клуба. Помимо этого, он известный пародист, он наш активист. 15 лет он в штабе. Мы его, вот сколько, в обиду не дадим. Столько на него сейчас идет в последнее время каких-то непонятных, значит, претензий, каких-то разговоров. Он наш товарищ, наш друг, и мы его в обиду не дадим. Это крайне положительный, значит, активист наш. Много принимает участие на благотворительных концертах, на ветеранах. Он поет, пародирует, уникальный артист своего жанра. Так он все-таки Матвеев или Киркоров? Вы знаете, вот сейчас журналисты очень зацикливают на этом внимание. По паспорту он, конечно же, Матвеев. Но поскольку он лучший друг своего старшего товарища Бедросса, он часто его называют Киркоровым. Я благодарен судьбе, что сейчас мы вместе с Бедроссом дружим с ним, и нас объединяет творчество. Вот организовал несколько концертов Бедроссу Филипповичу. Потому что я человек слова. Если я говорю, я делаю. Ему, наверное, нравится во мне вот эта постоянность, ответственность. Сказал, сделал. А вы верите вот в такую бескорыстную дружбу между достаточно молодым человеком и достаточно пожилым мужчиной? Вы знаете, очень много в жизни случаев, когда родные дети бывают более отдаленные, чем неродные. Я вам скажу, что он очень заботливый друг. Очень интересно дружить. Ну, дружить и общаться с человеком, который уже такой аксакал. Бедросс Киркоров – это человек глыба, легенда, 90 лет. Он авторитетный, он везде бывает. Я не исключаю возможность, что Саше Матвееву приятно находиться с ним в лучах его славы, так сказать, вот на День памяти Кобзона, День памяти Муслима Магомаева. Но все-таки изначально в глубине души он положительный и порядочный человек. Ну, Бедросс Филиппович не просто культурная глыба, он еще и, наверное, долларовый миллионер. Может быть, Саша таким образом подбирается к его состоянию? Вы знаете, вот я никогда даже не задумывался над этим. И мне кажется, Саша о состоянии даже тоже не задумывался. Вот как вы думаете, неужели ему это интересно? Вот, финансовые Саши. Он просто забота, просто о своем старшем товарище. Он вдохновляет меня, я вдохновляю его. И от этого, по-моему, всем хорошо и прекрасно, и замечательно. И хочу пожелать ему еще здоровья. Так что только вперед, только вперед. А вот вы сейчас говорите о том, что это просто забота, а как это можно доказать? То есть есть какие-то доказательства этого? Как люди могут об этом узнать? Происходят такие вот слухи о том, что... Ну, вы знаете, мы эту картину постоянно наблюдаем. Саша привозит сюда Бедросса, он спускается вниз, открывает дверь машины, он провожает его, он его провожает до дому. Если они на общественных где-то мероприятиях, наверное, его родной сын, который очень занят, видимо, да, своими делами, вот он, например, может быть, должен быть рядом, но рядом с Бедроссом именно Александр Матвеев. Он его сопровождает на мероприятие, провожает до двери квартиры. Ну, то, что я понял, о чем вы говорите, дружба, значит, 90 лет, значит, 35 лет. Но вот я верю в эту дружбу. Я верю в искренность Александра и верю в его порядочность. То есть это больше отношение отца с сыном, чем... Это, наверное, отношение молодого человека, который хочет таким же быть знаменитым, авторитетным, признанным, и в чем-то даже, вот я смотрю, да, у них одинаковая походка, манера, шутки, они же вместе очень много времени проводят, и поэтому у них многие вещи в унисон.
И поэтому, значит, такое ощущение, что он отец и сын. Отец и сын. И, наверное, где-то, если подсознательно, Бедрос хотел бы очень иметь такого заботливого сына. Интересно, а вот Филипп, по-вашему, не ревнует? Это же какая-то конкуренция, получается, внутрисемейная. Внутрисемейная. Александр бывает дома у них, значит, общается. Филипп, он очень занятый человек. И на отца у него времени, я так понимаю, не хватает. Ну, я думаю, что Филиппу Бедросовичу приятно, что папа находится в окружении молодых людей, которые ему стараются искренне помочь. Любому, наверное, человеку было бы приятно, если на пути встречались такие люди. Вот. Но Филипп очень к этому относился с юмором и просто, пока у Саши не родился сын. И пока, значит, Сашу со своей супругой не благословил Бедрос, пока, значит, сейчас они хотят сделать крещение, и крестным будет тоже Бедрос, и этого сына Александр тоже хотел назвать Филиппом. Но Бедрос его отговорил. Ну вот, возвращаясь к моральному облику Александра Матвеева, вот все равно не могу не задать вопрос. То он представляется Александром Игоревичем, то вдруг говорит, что он Александр Бедросович. Вот это же как отречение от своих собственных родителей, от отца, от матери. Вот как вообще вот Ну, такое? это артисты. У них свой менталитет у артистов, у них свое видение. Они к этому относятся более легко. Проще, да. Это немного жизнь-игра. Они на сцене. И порою вот эта вот грань жизни и грань сцены, она немножечко смазывается. Ему интересно быть Киркоровым, интересно быть Бедросовичем. Он в роли в этой вот. И у него эта роль прекрасно получается. То есть вот его пародии вам нравятся? Он делает пародии на Филиппа. Он, значит, у Филиппа весь, значит, гардероб находит вторую жизнь на Сашиных плечах, да? У них идеальный рост одинаковый, размер обуви одинаковый, и, значит, у них манера одинаковая. Он лучший в России пародист Киркорова. Это однозначно. Вот как он пародирует Киркорова, у него очень удачный грим, и порой отличить сложно. И когда они где-то рядом ходят, все думают, что Саша – это Киркоров, а Киркоров – это пародист. Бывают и такие случаи. А может быть, это не столько хорошие пародии, сколько хороший бизнес. Брать у Филиппа одежду, выступать в ней, а потом относить в комиссионные и продавать как уникальные предметы из личной коллекции Филиппа Киркорова. Все-таки Саша покупает эту одежду. Есть у Филиппа комиссионный магазин, где он сдается, у него очень большой гардероб, и Саша в этом гардеробе постоянно покупает одежду. Вот. И обратно, да, обратно потом там после нескольких выходов на сцену и обратно сдает, обратно новые, вот так вот он, значит. Вот. Вот вы являетесь лидером большого татарского сообщества московского конгломерата. Как так получилось, что в ваши ряды затесался Александр Игоревич Матвеев? Александр Бедросович Киркоров. Давайте так все-таки. Мне тоже хочется быть немножечко артистом, да. Вот. Он попал к нам, его привел Евгений Аркадьевич Герчаков, народный артист. И мне вот тогда, еще 15 лет, вот его бескорыстие. Вот мы же много выступаем перед ветеранами, выступаем на сабантуях. Значит, и вот это вот его бескорыстие, значит, его отношение такое. И сейчас вот я не случайно положил, значит, он является активным у нас участником фан-клуба. Вот, поэтому, значит, вот так он с нами общался, а Бедроса у нас в штабе мы очень хорошо общались с Галиной Борисовной Волчек. И вот они неоднократно приходили, значит, с Бедросом, и с тех пор уже вот где-то 6-7 лет Бедрос постоянный наш, значит, гость, и более того, при создании Национального конгресса он является, координационный совет конгресса вошел сейчас. Сейчас активно обсуждается в соцсетях информация о том, что вас и Матвеева, по-моему, тоже не пустили на концерт Киркорова в Кремль.
Как такое могло случиться? Нет, эта информация не совсем правильная. Просто у нас Бедрос был здесь. Настоящий день рождения Бедроса, Да. конечно же, мы справляли здесь, вот за таким столом, в штабе, вот здесь он сидел. Прямо с Это этого было самовара летом. пили? Прямо с этого самовара. Это было летом, да. И, значит, он периодически приходит у нас на встречи с молодежью, и у нас молодежь на татарском языке выучила песню «Алёша». И вот мы, молодежь, 100 человек, хотели прийти на концерт и спеть там эту песню «Алёша». И вот не берусь, это, значит, у них есть новый директор, у Бедроса. Есть новый директор. Он говорит, что он очень честный, порядочный человек. Но иногда к нему приходит черт и путает его. И вот наши билеты, 100 билетов, вот черт пришел и раздал их каким-то там, значит, людям, которые, может быть, я допускаю, что их продавали на улице. Вот. И поэтому у нас из 100 человек на концерт попало только 24, остальные 30 человек, это уникальный случай, они не попали на концерт, и они пошли, и там же Кремлевский, значит, дворец, и они около Вечного огня решили спеть песню на татарском языке «Алёша». И мимо шел взвод солдат. Они остановились, они поговорили, познакомились, они шли на концерт. И вы знаете, что 15 солдат отдали им свои билеты. Такое в жизни тоже бывает. Так что место благотворительности, место душевности, оно у нас еще в жизни есть. Вы планируете какую-то новую встречу с юбиляром, может быть, в стенах У вашей организации? у нас будет организационное совещание Координационного совета, Бедрос будет обязательно присутствовать, и в середине декабря мы проведем здесь день рождения. Значит, его, конечно же, из дома заберет Александр Бедросович Киркоров. Он его за руку сюда приведет и отвезет, и все спокойно. И мы здесь справим его день рождения, и наша молодежь все вместе с удовольствием на татарском языке, вместе с ним под татарский баян споем песню «Алёша». Ну а к этой ситуации вот у молодежи есть какие-то вопросы, или они не задумываются? Потому что ведь в прессе очень много вопросов, в интернете много, а в интернете именно молодежь много и проводит времени. Как вы можете ответить на этот вопрос? Это ради хайпа, как по-молодежному спрашивается? Или все-таки это какая-то действительно настоящая забота и вот что-то вот отцовское проявляется у человека? А вы к не отцу своему? допускаете забота вместе с хайпом? Вместе. Это возможно. Это возможно. Конечно, он артист, положа руку на сердце. Он, конечно, хочет быть известным, он хочет продвигаться. И вот они летом вместе, значит, чуть с отцом не сказал, да? Вот, они в Подмосковье ездили, организовывают вместе концерты, у них очень хорошо получается, они вместе поют. Да? Я думаю, что Александр Матвеев поет нисколько не хуже, чем старшего Киркорова. Вот, поэтому, значит, они проводят концерты. Он прекрасный конферансье, и был шикарный концерт. И я думаю, в будущем у них большое, значит, такое творческое будущее. И мы Александру Матвееву в обиду не дадим. Очень порядочный человек. Он никогда не допустит какого-то неполиткорректности. Филипп, пусть не переживает. Отец его в надежных руках у надежного и заботливого молодого друга.